Альхамдулиллахи, вот ожидаем в этом году 1100-летие от принятия булгарский ислам это с Булгарии. Вот. Альхамдулиллахи раббил алямин, мы до этого дожили. Спасибо этим руководителям, что вот тоже не так легко, не так просто это проводить мероприятие, 1100-летие. Вот. Иншаллах, если будет возможность, тоже посетим святые места Булгарии, там наши предки оттуда, там сахабы лежат. Это, альхамдулиллах, нашему президенту тоже, он добро дал, тоже, иншаллах. Вот. Дай Аллаху, что вот всем, кто это затеял, что Боже, Аллах Та'аланың яміздәмі білән, Аллах насип қылсын, амин. Раббана атина фид дуня хасаната ва фи ахирати хасанат вина азабан. Аллаху акбар. Все. Это великий праздник, потому что это наше наследие, которое наши предки добровольно, свято приняли ислам в 922 году в мае месяце. И на сегодня это отмечается на высоком уровне. Даже это поддержал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И все мусульмане должны благодарить за такое внимание, которое оказал наш президент. Ну и такие, которые будут проходить шествия в правлении 1100-летия принятия ислама, это и в Сибири будут проходить различные конференции, мероприятия, которые будут посвящены 1100-летию принятия ислама. Мы готовим и в городах Екатеринбурге, Омске, Кемерово, Сургуте, в других городах Сибири, которые будут проходить. Дай Аллах, чтобы также наши правоверные мусульмане в мире и согласии проживали в нашем Отечестве и достойно несли знамя ислама, знамя мусульманина, это которое нам оставили наши отцы, деды, прадеды, прапрапрадеды. Хотел бы тоже сказать про деятельность татар-штаба Москвы, которую многие годы уже организовывают разные встречи с молодежью, собирают. Наши традиции, нашу культуру продолжают. На сегодняшний день я тоже слышал, что есть какие-то проблемы, но я думаю, что они преодолеются, так как штаб татар Москвы очень много не прихожан, уж молодежи, наши татары, которые участвуют в этих мероприятиях. Поэтому я знаю, тоже у меня знакомые есть, которые туда ходят. Они также поддерживают не только национальную культуру, но и в религиозные праздники, когда и Курбан-Байрам, они активно участвуют, молодежь, в раздаче бедным сиротам, просто мусульманам, жертвенное мясо, участвуют в других религиозных тоже праздниках. Это нас тоже радует. И я желаю, чтобы было дальнейшее процветание штаба татар этой организации. Думаю, она никому не помешает, если даже будут еще другие, будем говорить, несколько таких организаций, которые, так как в Москве очень много проживает татар, я думаю, оно будет объединять около себя наших единоверцев и сможет также сохранить нашу культуру, веру, наши традиции.